Как говорят, совершенству нет предела, и сколько человек живет, столько и учится. Воспитанники тренера Эдуарда Кюся из клуба «Лион» ранее выступали в соревнованиях по муай-тай и кикбоксингу. На этот раз приняли участие в чемпионате Молдовы по рукопашному бою. Ребята большинство боев выиграли удушающими и другими приемами, не оставив шанса своим соперникам на победу. По словам ребят, всего за 3 недели подготовки в новом виде спорта они смогли оправдать надежды тренера и принести в копилку клуба и региона медали всех достоинств. Я считаю, что для меня соревнования прошли отлично. Конечно же, есть еще над чем работать. Я провел 2 поединка. Один поединок я выиграл. Это был выход в финал. Это был выход в полуфинал. То есть я выиграл поединок, и затем у меня уже второй поединок был выход в финал. К сожалению, я уступил второй поединок с разрывом всего в 1 балл, то есть я проиграл 16-17. Для меня соревнования прошли хорошо. Я провел 2 боя и оба победил. Было сложно. Первый бой я победил удушающим, а второй по баллам победил. Первый бой был сильный соперник, но у меня получилось задушить его за 1,5 минуты. Второй соперник был слабый. Соревнования прошли успешно, я уже 2-й раз участвую в данном виде спорта, я заняла 1-е место. Победа легкой не бывает, и этому способствуют многочасовые тренировки в зале. И, конечно же, опытный наставник, который их направит и обучит, как правильно поставить бой, и при этом не получить серьезных травм. Рукопашный бой – это травмоопасный вид спорта, поэтому, как отметил тренер, его задача не только помочь ребятам завоевать награды, но и чтобы они завершили соревнования без травм. Живи век учись, как говорится. Вот. Ребята показали себя очень с хорошей стороны, и уже выигрывали не только стойки, но и выиграли уже и удушающим приемом, и болевым приемом выигрывали. На все про все мы потратили на 3 недели, и ребята уже неплохо ориентируются в партере. Ну, если можно так сказать. А я думаю, что в течение года-2 они уже будут уверенно чувствовать себя и внизу. Вот. Поэтому двигаемся в этом направлении, всегда будем учиться и познавать что-то новое. На соревнованиях из 12 бойцов 7 поднялись на высшую ступень пьедестала и доказав, что ежедневные тренировки дают свои результаты. Самым универсальным бойцом чемпионата был признан Егор Влах. Я думаю, вообще спорт, он тренирует характер, дисциплину, очень важная составляющая, постоянство, так как добиваясь этих результатов, это только постоянные тренировки. Я думаю, что когда ребята закончат свою карьеру и либо просто перестанут тренироваться, у них будет какое-то постоянство и открывая бизнес свой, либо работать на какой-то работе, они будут приходить вовремя, не опаздывая. Рукопашный бой – рациональное применение грубой физической силы с использованием специальных приемов борьбы, ударной техники. Эдуард Кюся учит ребят рационально использовать эту силу во благо, а не во вред. Зинаида Канцер, Григорий Ставилов, Алексей Герчук, РТ Новости.